встреча с руководителем всего вот этого дома и прилегающих к нему строений. Все это, значит, называется Малая академия наук. Сюда входит несколько зданий, и здесь всем этим заведует Василий Климович Павлов. Пожалуйста. Если вкратце сказать, то Василий Климович является доктором философии, является обладателем такого звания, первым из народа Саха, получивший ученую степень за пределами бывшего Советского Союза. В настоящее время он является редактором журнала «Исследователь», членом исполкома Международной организации по продвижению технического досуга среди молодежи Милсет Восток, вице-президент Международной организации Азиатско-Тихоокеанская конференция юных исследователей. В свое время Василий Климович являлся помощником и советником первого президента Республики Саха-Якутия Михаила Ефимовича Николаева с 1999 по 2023 годы. Сегодня Василий Климович нам расскажет о том, вкратце, конечно, мы попросили его рассказать о том, о чем он хотел бы поведать молодому поколению, молодым исследователям, которых он, разумеется же, перевидел очень немало вот в стенах Малой академии наук. Вот здесь, к вашему сведению, я могу сказать, что здесь собрались 20 учащихся. Они были выбраны и отобраны в результате конкурса. Много желающих ребят остались, конечно, за бортом. Но вот эти 20, разумеется, ребята, они все нацелены на изучение международных связей, внешних связей, как республики, так и России. Вот поэтому в нашей программе у нас этими делами сейчас занимается 5 тьюторов. Тьюторы – это студенты Северо-Восточного федерального университета, которые сами были именно участниками конкурса «Будущий дипломат» и сейчас являются членами Совета Интерсфера, организации Интерсфер, который собрал всех этих ребят. Вот эти ребята, все, значит, каждый из них является очень талантливым и имеет очень большие, конечно, желания и виды на развитие себя и на развитие именно себя как в плане международных связей. Вот. Это наши будущие дипломаты, я скажу. Если у вас в МАНе, у вас большей частью, скажем так, технического исполнения, да, технари и естественники, то вот это наши ребята, это чистые гуманитарии. Они, значит, являются будущими политиками, юристами. Вот. И чтобы, разумеется же, это видение мира, которым вы сейчас поделитесь с нами, это очень будет полезно. Пожалуйста. Час, да? Да, прямо. Спасибо. Здравствуйте, очень рад вас видеть здесь, как говорится, в стенах нашей организации. Мы здесь в коворкинге, видны флаги разных стран, некоторые, может, не дружественные, но, по крайней мере, это история, что эти ребята были здесь, из этих стран, потому что мы очень любим и, как говорится, боготворим историю. И хотел рассказать очень маленькую такую притчу, да, на самом-то деле.
про небольшой город Китая. Значит, ну, она такая известная история, потому что в этом городе оказалась одна англичанка, и она в течение там 25 лет, когда она там жила, смогла организовать очень хороший, красивый такой небольшой госпиталь, также занималась очень много педиатрией, она на самом-то деле имела какое-то образование врачебное, ну и жила жизнь этого китайского небольшого городка, очень далеко провинции, и в какой-то момент случилась большая война, агрессия со стороны Японии, и жители города были вынуждены покинуть свои вот насиженные тысячелетиями места. И вот где-то они по горам, значит, бродили всей толпой, с ними вместе был мэр города, назначенный еще в императорское время, да, он уже забыл, потому что там никого не выбирали, назначали, Емень, это, значит, местное правление, да, кстати. А этот был такой мандарин старый, чиновник императорский, и вот он еще носил косичку маньчжурскую, и вот он говорит, да, кстати, во время этого перехода много людей заболело, и женщина-англичанка помогла многим, и он говорит, это подвиг. И наш городской совет собрался и говорит, это решили, значит, почетную книгу почетных жителей, важную такую книгу почетных жителей города, занести ее имя, да? Потому что, говорит, у нас есть архивариус, и выходит такой старик, выносит такую книгу толстую, да, где написаны все знаменитые люди этого города, самого ее основания. И говорит, до тех пор, пока у нас есть эта книга, есть архив, наш город живой. Вот так. Это очень важно, потому что, а вторая история тоже связана с Китаем, когда, значит, город Чанчунь, вы слышали такой город? Чанчунь, это на западе Китая, в свое время она была временной столицей Китая, республиканской столицей. И шла гражданская война, последняя, значит, столица оказалась окруженная коммунистическими войсками Мао Цзэдуна, и вылетал последний самолет. Последний самолет, он должен был вылететь, взять с собой золотой запас. Когда, значит, самолет вылетал, запас был уже загружен, вдруг появился грузовик полностью с архивными документами. И министр финансов, кто там были, да, кстати, решили, что нужно взять архив. И выгрузили весь этот золотой запас. Потому что говорят, мы не сможем, да, восстановить историю, а золото мы всегда можем добыть. Вот это самая главная вещь, да, поэтому мы и постоянно пытаемся записывать то, что мы говорим, да, кстати, потому что это важно. То, что говоришь, да, она вылетела как птичка, и она еще будет резонировать, да, кстати, очень важно. Очень рад здесь видеть Кирилла, вот я с Кириллом давно знаком. Привет, Кирилл, да, кстати, были на телевидении, спасибо. Тимура вижу, да, Тимур уже давно общаемся, да, кстати, спасибо, что принимаете участие, да, в этом замечательном мероприятии. Ну и меня сегодня тоже такое небольшое, значит, выступление, называется «От геополитика, от завтрака к величию». Да? Ну такое смешное название на самом-то деле, да, кстати, но оно имеет смысл. Да? И в самом конце я у вас спрошу, наверное, вопрос, да, почему я, наверное, так назвал, да, кстати, вы мне ответите, да, постараетесь. Следующий слайд, да. Ну о себе, да, расскажу, потому что нужно рассказать, кто я такой и прочее. Я родился в время, когда наступала так называемая эпоха развитого социализма. Был у нас руководитель Леонид Ильич Брежнев, да, кстати, в это время, тот же год, в то же время, когда я родился, на Луну вступил первый человек. Нил Армстронг, Базз Олдрич, да, кстати, была в газете «Правда» статья о том, что земляне на Луне. Но у нас сильно это не праздновали, да, кстати, Аполлон-11 миссия была, да, кстати, но все равно было. И потом, как утверждает моя мама, она очень такая интересная женщина в плане того, что она все помнит, да, кстати, помнит имена членов Политбюро и прочее, и помнит по их, значит, ранжированию, кто первым должен выйти и прочее, да, кстати, вот у нее такая феноменальная память. И она помнит, что тот день был так называемый парад планет. Об этом много сообщался, особенно радиостанция «Маяк», да, кстати, с утра передавала об этом, и ей это запомнилось. Следующий слайд, пожалуйста.
Значит, школа, где я учился, и место, где я родился, да, так сказать. Место называется Хоро, это в Сунтарском районе Улусе. Я сам, получается, из племени Хоро, хоринец, да, так сказать. Мой предок был Улу-Хоро, я прямой потомок, получается, Улу-Хоро, да, так сказать. Вторая, значит, фотография, тут стоит тоже мой предок, да, Георгий Петрович, он был главой Улуса. Правда, мои, значит, предки были основателями данного района, да, так сказать. А второй человек, это человек из Хангаласа, Хангаласского района, да, так сказать, Улуса. Его звали Дмитрий Дмитриевич Сивцев. Да, он учителем был, да, так сказать, немножко знал французский и прочее. И эта фотография на самом-то деле 1900 года. Они снялись в Париже, когда они ездили туда на выставку всемирную, которая проходила в Париже. И там было сказано, что появился якутский губернатор, который рассказывал там, какими богатствами обладает край, какие лесные там ресурсы есть и прочее. И в каком-то большом зале он показал этнографические, значит, разные артефакты. Всем это очень понравилось, в газетах это писали, но он не был губернатором, просто он был руководителем, ну, главой района, да, так сказать, получается, Сунтарского района. В то время Сунтарский район был огромный, просто, да, он простирался сейчас и Мирный, там Мирнинский район, да, охватывал, и также стороны Енисея и прочее, да, так сказать, об этом многие знают, да, так сказать. И, кстати, он на самом-то деле не входил в Якутию, да, так сказать, а почему-то был привязан к Иркутской области, да, так сказать, вот такая история. Основали школу в 1875 году, да, значит, там был преподавателем очень интересный человек, Петр Хрисантович Староватов, да, так сказать, один из первых интересных таких учителей, краеведов, который интересовался вместе с детьми тем, что, значит, можно обнаружить здесь, да, например, в окрестностях. И они обнаружили что? Нефть. Они обнаружили возможный выход газа. И также он подсказал, да, так сказать, такую идею, что где-то есть такие горки, как будто старые вулканы. Возможно, здесь есть кимберлитовые трубы, да, и может быть алмазы здесь. И он написал по этому поводу вместе с детьми, академикам, членам Императорской академии наук, чтобы те организовали большую экспедицию. Но в царское время это не удалось, но во времена, значит, советской власти это было сделано. И в результате обнаружили алмазы, что, значит, очень сильно, да, помогло в дальнейшем развитию нашей республики. Один из моих предков, кстати, утверждается, был человеком, который впервые продал якутский алмаз. И продал он в Швейцарии за 28 тысяч швейцарских франков. Да, кстати. Это было еще в 1913 году, извиняюсь. Дальше, значит, сидит Борис Николаевич Андреев, мой дядя, который организовал музей, и часть музея видна, да, кстати, там. Это огромный музей с огромным количеством интересных, значит, таксидермических артефактов, да, которые там находятся. Я сам лично занимался тем, что в детстве, значит, делал маленькие чучела, значит, разных птичек и прочее, да, где-то я сделал свыше там несколько сотен, например, птичек и прочее, да, кстати. Я почему-то их ставил как люди, да, кстати. И мне Борис Николаевич говорил, они же не как люди ходят, да, кстати, вот они по-другому стоят. А я, значит, их все время, как говорится, по-другому, да, кстати, располагал их ножки и прочее. Следующее. Что, значит, важное, да, кстати, в моем развитии было, это то, что у меня были книги. Да, кстати, то есть преимущество перед другими детьми может быть, да, что у нас дома были книги. Первая книга это Альфреда Брема, книга о жизни животных. Очень интересная книга, 1893 года, полностью 10 томов. Также у нас были, значит, целые так называемые энциклопедические справочники Фрона Бракгаузена в 3 изданиях, свыше 100 томов. То есть это целое богатство в то время, да, так сказать. И, значит, Илиада Гомера, который все время мне дедушка постоянно, значит, рассказывал, читал и прочее. Это я еще в возрасте 4-5 лет. Значит, он мне перечитывал рассказы. Нереальная память у него была, да, у дедушки. Он мог пересказывать все это, декламировать. На древнегреческом учился в гимназии
да, так сказать, сумел это все перенести, да, так сказать, вот такие интересные моменты были, да, так сказать. Также он знал латинский язык, поэтому мы постоянно ходили, изучали животных, растений и прочее, и он называл постоянно название растений на латинском языке по линеевской классификации. Следующий слайд, это я, да, будучи школьником, да, постоянно в костюме, да, в галстуке. Я, как говорится, очень этим был заинтересован, как вот хорошо выглядеть и прочее, да, кстати, постоянно там хороший галстук, костюм и прочее, это вот такая тема. И на фоне, значит, реки Вилюй там идет это самое ледоход, да, кстати, как вы видите. Второй человек это Израиль Моисеевич Гельфан, с которым я познакомился, когда я учился в 6 классе, ездил в Москву. А как познакомился, да, по переписке. Да, я был членом двух, значит, таких переписочных курсов, который называется заочная физико-математическая школа и заочная биологическая школа. И благодаря этому, значит, он был организатором этих школ. Очень известный академик, математик, и не только математик, он занимался очень много чем, да, так сказать. И мне, кстати, довелось очень даже, да, получил такую возможность летом, каждое лето проводить время в его институте, Институт проблем передачи информации ПИ. Да, Российской академии наук, и в этом, значит, институте я каждое лето проводил время, делая различные эксперименты. Будучи школьником. Будучи школьником. 6 класс, 7, 8, вот так, да, кстати. И в конце концов, значит, добрался до того, что стал студентом Московского госуниверситета. Было очень легко туда поступить, потому что я уже постоянно там, как говорится, находился каждое лето. Со всеми был знаком и прочее, и наша группа, значит, полностью поступила, да, кстати, ребята, с которыми мы постоянно занимались наукой, да. Я стою там в МГУ, уже первокурсник, да, кстати, мне тогда было 16 лет, да, кстати, тогда вот что-то раньше заканчивали школу почему-то, да, кстати. Я закончил, когда мне было 15, 16 в первом курсе мне было 16 лет. Очень молодой в то время, да, кстати. Я думал, я уже такой старый или как-то довольно, значит, взрослый, да, потому что в то время люди взрослели очень рано, я так понимаю, да, кстати, потому что ответственности было больше, сами летали постоянно, да, кстати, и, значит, ну, нормально было. Там неправильно я его поставил, да, кстати, это из моего диплома, да, кстати, как называлась моя дипломная работа, да, кстати, и написано оценка отлично. Написано, значит, подписано Садовничем, да, и Гусевым. Садовничий до сих пор есть, да, Садовничий. Знаменитый Садовничий, да. Следующий слайд. Потом, значит, у меня после 3-го курса я уехал за границу. По договоренности, да, кстати, как бы по обмену, да. Это был впервые в истории БМГУ, чтобы студент 3-го курса уехал, значит, по обмену за границу, да, кстати. Куда? Уехал в город Шеффилд, Соединенное Королевство, да, кстати, Шеффилдский университет, вот это ректорат, да, кстати, огромный университет, там провел целый год. Да, кстати, занимаясь там наукой и прочее. Потом провел время в Йоркском университете, опять же, да, кстати, занимаясь наукой и прочее. Вернулся обратно, да, кстати, в Москву, чтобы официально сдать свой диплом, ну, имеется в виду защитить его и прочее, что было исключительно легко и просто, да, кстати. Потом снова вернулся, на этот раз в Кембридже я провел время, да, кстати, ну, имеется в виду магистратура и прочее. После этого я поступил в Лидский университет, видите, там большой, да, кстати. Это университеты, которые называются Red Brick Universities, да, кстати, в Англии. Они были созданы во время промышленной революции, во времена эпохи правления королевы Виктории. Они все, видите, чем отличаются, да, сделаны из очень красивого кирпича. Поэтому они называются Red Brick Universities. Раньше было только 2 университета, Оксфорд и Кембридж. Потом королева Виктория решила создать свой университет, называется Федеральный университет Виктории, который потом распался на несколько университетов. Шеффильдский, Лидский, Йоркский, Ливерпульский, Манчестерский. Вот такая история. Это не называется в викторианском стиле, да? Это все в викторианском стиле, да. Но имеется в виду, это раньше они были дома тюдоровские. Это тюдоровские какие-то дома богатых людей, да, там лордов и прочее. Потом они были переданы в университет, потому что университеты в Англии это в основном частная тема, да, когда люди делают подарки.
Где-то я учился, да, даю подарок своей школе или университету. И так университет увеличивается. Да, потому что нету госфинансирования. Никакого госфинансирования университетов никогда не было. Да, это уже после войны только начали немножко там финансировать университеты, так называемые, давать гранты на исследования. А так как такового не было. Но университеты все увеличились нереально, да, в размерах, потому что людей было много, люди платили, всегда платное обучение. Ну и я получил докторскую, видно, да, фотография со своими коллегами, да, так сказать, и моя научная работа внизу, да, так сказать, она чистой воды, значит, генетическая тема, да, так сказать, молекулярная биология. Да, так сказать, такая история. Значит, каким образом гены работают, не работают, как происходит защита и прочее, да, вот такие интересные работы. После этого я работал ДНК, РНК, вот эти вещи, да, так сказать. Но это очень сложно на самом-то деле, потому что слишком много информации. Следующий слайд, пожалуйста. И карьера, да, где я работал, значит, получается, сразу первое дело, это институт у нас, да, так сказать, биологических проблем криолитозоны, да. Работал у Соломонова. Соломонов, значит, Никита Гаевич меня считал всегда учеником своим, да, так сказать. Исаевым вместе работал доктором, да, так сказать, который лесными делами занимался, да, Киршенгольцем, нашим профессором, да, так сказать. То есть со всеми я работал, но, правда, короткое время, потом я уехал, да, так сказать, уже дальше в Англию, да, так сказать, учиться в других местах и работать. Значит, в ЕГУ я работал, да, был доцентом по приезду сразу, да, так сказать. Потом работал в правительстве Якутии уже советником, помощником Михаила Ефимовича, нашего президента в то время, да, так сказать. Ну и продолжил с ним сотрудничество очень долгое время. Еще занимался бизнесом после того, как, значит, я же был еще в ранге же заместителя министра внешних связей Якутии, да, так сказать, и был еще руководителем, сопредседателем вместе с Михаилом Ефимовичем Национального комитета по делам нашей комиссии, да, по делам ЮНЕСКО. Вместе на одном этаже. На месте на одном этаже мы работали, да, кстати, очень было замечательное время. Потом я уехал в Нью-Йорк, да, кстати, работал в компании Distinctive Devices Incorporated, стал вице-президентом. Это компания, которая занималась чисто технологическими вещами. Вы, да? Ребята, вы улавливаете, да? Да. Как человек там может поехать туда и стать вице-президентом там какой-то компании. Вот. Давайте очень внимательно слушайте. Вице-президентом и прочее. Потом, значит, у нас еще я открыл офис в Берлине, оттуда, значит, занимался уже европейскими темами, да, имеется в виду с этой компанией. Мы, значит, вели очень много интересных проектов в Болгарии, потому что нашим бывшим сотрудником был король болгарский, да, который стал премьер-министром потом, да, кстати, такой интересный человек из семейства Глюсбургов. Да, и потом работал в Combine International, я там был, значит, называется Chief Scientific Officer, да, так сказать, главным научным руководителем, да, так сказать, по направлениям интересных, ну, каким образом эта компания может развиваться и прочее. Combine International находился в маленьком городе Трой, да, Мичигане, да, так сказать, но это огромная компания, потому что она вторая по величине ювелирная компания в Штатах, да, так сказать, ну, частная. Она по всему миру. Потом я открывал несколько, значит, филиалов этой компании в Гватемале, одна тема, да, так сказать, потом в Венесуэле тоже было дело, да, так сказать, в Колумбии, ну, вот таких странах, да, так сказать, и африканские еще страны, слова, да, так сказать, много вот ездил и прочее. Потом, значит, сам открыл другую компанию, которая называется «Алмазы Нюрбы». У меня предки из Нюрбы, очень люблю Нюрбу, да, так сказать. Род такой Мяджай называется, известный в Нюрбе, да, так сказать. Занимался алмазной гранилкой, да, так сказать, в Индии, да, так сказать, в основном в Индии, да, так сказать. Но в Нюрбе, значит, на улице Степана Васильева была тоже наша гранильная фабрика. Да, так сказать, вот знаете, да, и с итальянским оборудованием и прочее. Потом я был, Михаил Ефимович пригласил обратно, я приехал, значит, снова стал его, с ним больше работать, да, конкретно, в качестве его советника, помощника, когда он в Совете Федерации был, потом в Государственной Думе, когда он был членом Государственной Думы, и потом, значит, стал руководить Малой Академией Наук, потому что это тоже создано Михаилом Ефимовичем Николаевым в 17 году. 17.
Да, в 1917 году, создана Михаилом Ефимовичем Николаем, и я там лично принимал участие в создании Малой академии наук. Дело в том, что в 1999 году, когда я был помощником Михаила Ефимовича, пришла такая идея в каждом районе, в каждом районном центре создать интернат для одаренных детей. И мне подумалось, что эта идея какая-то дикая очень. Почему мы должны открывать интернаты в каждом значит, районе, да, центре? Потому что где-то вот собрать всех одаренных детей, знаете, вот сразу возникла какая-то идея, да, так сказать, такого видения леса. Очень темный лес, где ничего нету, ни одного проблеска. Потому что мы собрали всех светлячков и их в какую-то, значит, банку, да, так сказать, заточили. И лес стал абсолютно темным, ничего не видно, никакой надежды нету, никаких этих. А когда были светлячки, вы могли видеть какую-то структуру, какие-то хотя бы очертания, по которым можно было выйти из этого темного леса. Да? И если бы мы, например, взяли всех одаренных детей с этих школ, то эта школа бы потеряла свое будущее. Да? Понимаете, легенду свою, а деревня своих героев. Да, так сказать. И если мы не помогаем школам, а наоборот у них забираем лучшее, то, соответственно, эти школы не могут помочь своей деревне выжить. Поэтому наша задача сохранить деревни в Якутии, да, так сказать, была бы абсолютно бесполезной, если мы сами же будем ее уничтожать. Да, по принципу пылесоса. Да, по принципу пылесоса. Всех собрать. А что хорошего, когда в одной банке, да, находится так много светлячков? Они же будут драться за ресурсы и прочее. Да, так сказать. Очень много проблем будет. Все же очень умные дети, да, в одном месте тоже же трудно. Да, так сказать. И они должны что-то делать, и потом будет возникать идея элитизма. Да, так сказать, такое. Мы лучше, чем другие люди, да, на улице или как там, да, так сказать, в других школах. Поэтому мы не хотели этого, да, я убедил Михаила Ефимовича, что нужно сделать форум, назывался форум Ленский край, потому что форум это место обмена. Мы привозим детей на короткое время, они, значит, видят других, индоктринировать можно, да, а когда они видят, они еще усиливают свое восприятие, потому что видеть себя подобно. Да, кстати, их много, и это радостно. А когда они обратно возвращаются, то могут перенести пламя знаний другим людям. Да, кстати. То есть они как своего рода Прометей или там Данка, которые там зажигают сердца, да, но в таком позитивном плане. Следующее. Ну и, как говорится, я уже полвека живу, да, так сказать, в этом мире, и у меня, значит, 3 самых важных момента, которые я себе, значит, подумал, что я стал свидетелем, да, так сказать, то, что я называю по-немецки der Wunderbar, да, так сказать, это как что-то удивительное, да, так сказать, ну, чудо. Да? Чудо, которое я оказался свидетелем. Да, так сказать. Это, во-первых, то, что люди стали спокойно распоряжаться, управлять энергией. Да, так сказать. Это вот самая важная вещь. Когда я жил в деревне, да, так сказать, в детстве у нас не было электричества. Буквально не было электричества. Свечи. Были свечи, была керосиновая лампа. Я это помню очень хорошо. И самое удивительное, да, так сказать, когда я заболел, у меня, значит, произошло вот, называется, воспаление аппендицита, да, так сказать. Я маленький ребенок, воспаление аппендицита, и очень сильно я все болела, а бабушка не знала, что делать, и говорила, это самое, нужно вот, может быть, помазать одеколоном, тогда, значит, что-то будет, улучшение, да, так сказать. Я там лежал, я намазал одеколоном, ничего не происходило хорошего. Да, так сказать, все боль еще острее и острее. И тогда, значит, зашел человек абсолютно неожиданно. Это был хирург районный. Он случайно оказался там, потому что охотился. И он просто, у него, значит, закончились патроны, он пришел, чтобы попросить у нас одолжить патроны. Да, так сказать. А тот увидел меня, что я там лежу, такой весь, да, так сказать, и он говорит, что это такое? Посмотрел на меня и говорит, да у вас же это самое, аппендицит, надо срочно резать. Да? И я помню, как, значит, освободили стол, меня положили туда и говорят, держите ноги, руки, и он достает якутский нож и начинает резать. И где? Это в доме, что ли? В доме. Ну, на столе. Но тогда не было ламп, свечи были. И кто-то стоял, бабушка, и показывала это. Вот такая история. Я это очень хорошо помню. Потом шили, да, так сказать. И утром я вышел, да, так сказать, и весь в крови там, да. Это ну, как-то страшно, а потом привык к этому, да, так сказать. Но это такая история.
Да? И поэтому я увидел, и когда, значит, у нас, мне было 8 лет, значит, пришло электричество. Вилюйская ГРЭС, там народ собрался, Вильгер, да, кстати, большой деревне, и с большим там фанфарами, да, кстати, открыли памятник тому, что у нас появилось электричество. Это была самая удивительная тема. А вторая удивительная тема, связанная также с этим, да, кстати, была возможность уже в 1979 году у нас появилось телевидение. Да, поехали, мы стали первой семьей, которая купила Таурус, первый телевизор маленький, черно-белый. Да, и вся деревня ходила смотреть на этот телевизор. Вообще. Но такое плохое качество было, да, потому что не было нормальной антенны. Да, так сказать. И у нас был житель местный, да, так сказать, который имел какие-то знания, да, так сказать, потому что он был инженером как раз по телекоммуникационным темам, но в этой деревне ему не было работы, он был просто обычным человеком, которого все как будто бы не обращали внимания. И вдруг неожиданно он стал великим. Но это продолжалось полгода всего. Как только он сам настроил, все про него забыли, как говорится. Это тоже такая тема. Следующий. А это вторая вещь, которая меня удивила, да, так сказать, я стал же свидетелем того, как быстро, значит, мы стали свидетелями возникновения огромных возможностей компьютинга, да, так сказать, компьютерных возможностей, процессинговых и прочее. Первый транзистор, да, был в 1947 году в лаборатории Белла сделан. Он такой, видите, как вот люди, да, начали очень простых, примитивных вещей, да, так сказать. И вот долго делали на самом-то деле, очень сложная задача была. И потом, значит, сейчас мы что имеем, да, так сказать, это наша российская разработка, Эльбрус, значит, расстояние технологическое 190 нанометров. Там имеется примерно 263 тысячи таких транзисторов. Вот в одном такой штуке, да, так сказать, находится 263 тысячи транзисторов. Но транзисторы это уже маленькие, да, так сказать. То есть возможности для компьютинга очень большие. Но есть TSMC, это тайваньская Semiconductor Manufacturing Company, да, большая компания. TSMC, она делает сейчас производственные расстояния 3 нанометра. 3 нанометра это абсолютно нереально маленькие, да, кстати, расстояния. И там 250 миллионов транзисторов внутри вот этой штучки. 250 миллионов. Это просто невероятная мощность, да, там заключена. Раньше, например, да, кстати, когда я был в Московском университете, у нас был большой компьютер, ЭВМ назывался, да, кстати. Он занимал площадь, как эта комната. Сейчас она, значит, 150 тысяч раз слабее, чем мой телефон. Вот то, что было тогда огромная машина, махина. Видите, как мы смогли очень сильно, да, продвинуться дальше. И третье, да, так сказать, что меня вот поразило, да, так сказать, стал свидетелем этого. Иван Петрович Павлов, да, так сказать, в начале прошлого века занимался экспериментами с собакой, да, так сказать. Это эксперименты знаменитые, да, по так называемым условным рефлексам, да, так сказать, так называемому обучению, да, так сказать, systemic learning, да, так сказать, это вот обычная такая система обучения. Давали какой-то импульс, и, значит, у собаки обучение происходило, да. То есть он пытался изучить, как мозг работает, каким образом память работает и прочее. Представьте себе, как мы можем у себя, например, да, в мозгу сохранить память. Вот ваше лицо и прочее, да, даже речь людей же сохраняем, да, так сказать, помним это. Года уходят, а мы можем вспомнить это. А где же оно записывается? Неужели там какой-то есть участок, где можно каким-то образом записать? Компьютерист. Да, в голове компьютер, да, вы согласны с этим? Но что из себя представляет сейчас? Мы же смогли узнать, да, так сказать. Вот, например, это один нейрон. Да? Один нейрон это одна нервная клетка, которая в мозгу, да, так сказать. Сейчас есть все возможности, да, изучить это. И так много, видите, очень-очень много между ними связей. Синаптических связей и прочее. Когда человек рождается, у него там миллиарды, триллионы связей. На самом-то деле, когда человек рождается, у него свыше 1500 триллионов связей. Это огромная, гигантская сумма. Но когда человеку уже 16 лет, у него будет только 100 триллионов
связи. Все сокращается. Потому что человек не может столько связей сохранить, потому что если человек думает только конкретно об одном, и если он мало читал, мало чего-то познавал, то у него только используется маленькая часть мозга. Все остальное вымирает, потому что еды не хватает, еда туда не приходит. А еда приходит, когда у человека возникает очень много электрических сигналов внутри мозга, да, так сказать, и это открывает канальцы для питания. Маленькие окошечко, да, так сказать, для питания. Тогда только сохраняются вот эти связи. А так мы используем практически 1% того, что у нас заложено в нашем огромном мозге. Да? Кстати, следующий слайд. Вот сейчас феномен человеческого мозга. Да, кстати. Компания Google, большой университет Гарвард, да, кстати, изучает, например, кортекс. Это то, что мы называем сверху, да, кстати, что лежит, да, сверху вот, полушария. Да? И очень маленький участок. 0,1 миллиметр. Столько много, да, связей и прочее. Столько много очень сложной архитектуры мозга. И сейчас, да, так сказать, мы можем даже представить себе, да, так сказать, что такое невероятно сложное скопление нервных клеток и прочее. Потом через электронные микроскопы и прочее мы можем понять, да, так сказать, как немножко они устроены. Да, так сказать. Это невероятная матрица разных связей. Да, и очень сложно. И что из себя представляет человеческий мозг? Это 96 миллиардов нейронов. 96 миллиардов нейронов, которые, да, в самом конце имеют 100 триллионов связей. 100 триллионов связей. Чтобы человек ходил, мы просто так, даже мы можем не читать, не думать, да, кстати, но даже одно то, что мы ходим и говорим и что-то делаем, да, функционально, участвует 100 триллионов связей, чтобы мы что-то делали. Видите, как сложный, очень дорогое оборудование, да, кстати, наш мозг. Нереально дорогой. Поэтому человеческий мозг потребляет 70% нашей энергии. Вот ежедневная энергия, да, кстати, она определенная, да, кстати. Представьте себе 1800 там калорий. Из них 70% уходит на содержание человеческого мозга. Вот такая сложная тема. Следующая. Вот этот интересный человек, Джеффри Хинтон, который в 1970-х годах, да, где-то, начал пытаться воспроизводить то, что мы там видим, да, нейронные сети, в виде программ. Да, так сказать. И в конце концов, да, так сказать, через 50 лет мы имеем то, что называем искусственным интеллектом. Да? Это имитация работы человеческих нейронов. Но очень приблизительная имитация, на самом-то деле. Но эта имитация дает удивительные вещи. Да? Сейчас у нас есть чат, как называется? GPT, да, в котором односекундно, да, так сказать, работает 1 триллион связей. Он 100 раз хуже, чем человеческий мозг. Но может быть тысячи и тысячи раз лучше, чем мы, потому что мы можем использовать только маленькую крохотную часть. Человек не может столько информации держать в себя. Очень сложно. А это, да, аппаратура может держать. В процессорах они могут быть постоянно. Да, так сказать. И там же существует очень интересная тема. Каждый раз информация идет, электрический сигнал, он почти то же самое, как нейронные сети человека. Да, так сказать. Если там есть положительный ответ, обратная реакция есть. Да? Если нету положительного ответа, обратной реакции нету, то, соответственно, через данную, например, так называемую pathway или дорожку не идут дальше сигналы электрические. Тогда вот эта часть, которая не работает, забывается. Вот так работает система. Да? Она все время учится, получает новую информацию, может создавать новые и новые направления. Дальше. Значит, что из себя вот искусственный интеллект, да, кстати, имеет положительно, да, кстати, про и кон, да, называем, да. Положительно, соответственно, первое, да, кстати, мы можем это сказать, это в диагностике лучше всего сейчас используется. Например, в диагностике люди смотрят большое количество, допустим, рентгеновских снимков, да, снимков магнитно-резонансных. Там человек сидит, обученный, тренированный, да, так сказать. Но можно тренировать машину, которая будет различать все тонкости миллионы раз лучше, чем человек. Миллионы раз лучше, чем человек. Человека можно научить, но сложно, потому что он может забыться, может устать, куча тем, да, так сказать. Но машина-то, она никогда не делает ошибку.
И она сразу будет на миллионах. Сейчас у нее загружено свыше миллиарда снимков, да, несколько миллиардов снимков. И она по этим миллиардам снимков уже точно знает, да, так сказать. Самый правильный диагноз. И самый правильный диагноз ставит. Вы отправляете любой скан, да, так сказать, и оно сразу скажет, что у вас есть конкретно. До такой степени, значит, развития вот этой болезни и прочее. Сейчас это очень легко. Потом, значит, что они еще делают? Можно взять, просто сейчас по телефону, да, где-то послушать свои, значит, нервные, сердечные импульсы, так? И по ним можно сказать, да, сейчас искусственный интеллект. У человека что происходит с сердцем? Да, может ли превратиться в инсульт, что угодно, да, какие инфаркт миокарда будет или прочее. Оно отвечает абсолютно точно. И сейчас также, да, по работе сердца, именно по такой маленькой теме могут сразу с точностью 100% сказать, что вы сейчас заболели только что ковидом. Потому что это тоже отражается на работе сердца. Очень миниатюрные вещи оно узнает. Потом, значит, сейчас самая крутая тема, да, кстати, это drug design, да, and testing. Потому что очень много мы знаем, значит, так называемую конфигурацию через кристаллографические исследования и прочее, всю генетическую, значит, расшифровку больших молекул. Но как они с друг другом связаны, да, кстати, это может нам подсказать искусственный интеллект, потому что он обучается, знает каждые повороты и прочее. Да, и таким образом вы можете сразу сказать, да, кстати, вот такой, например, определенная молекула, да, с такой конфигурацией и прочее, и туда, значит, вставляется ваше лекарство, с такой частью подходит, и активной части соединяется катализирующим элементом, и, соответственно, значит, делает очень хорошую работу, да, кстати, может. Соответственно, значит, с конкретной молекулой сделать что? Блокировать, не блокировать, активизировать, все что угодно. То есть у нас такой инструмент нереальный, да, сейчас делать огромные прорывы в области медицины. Да, кстати, это и есть. И сейчас уже сделано много. Да, так сказать. Вот искусственный интеллект нам очень помог сейчас по борьбе с ковидом тоже. Да, так сказать. Вот сейчас очень много новых вакцин и прочее сейчас делается. Сейчас и по антибиотикам и прочее. Все еще идет. Также speech in and out. Сейчас же фактически в скором времени, может быть, не нужны будут переводчики, да? У вас же телефон есть, вы можете спокойно говорить, а он будет переводить сразу. Ну, можно вот так, да, так сказать, на этой самой, значит, наушниках, да, так сказать. Что человек говорит? Через телефон, через компьютер, да, так сказать, через облако. Иностранный человек. Иностранный человек вам говорит, да, так сказать, вы включаете, тот говорит, ваше оборудование, значит, моментально переводит. И при том перевод настолько точный, что это феноменально. Сейчас это феноменально, да. Ну и следующий слайд. Извините, вот там драг-дизайн, это что это? Драг-дизайн это, значит, лекарство. Драг это лекарство, дизайн это дизайн лекарства. То есть новые лекарства создаются с помощью искусственного интеллекта. Да. И очень легко это делать сейчас. Это вообще... Да, это феноменально. Следующее, да, у человека, да, самый умный человек, 120, 200, да, IQ. Ну вот у меня, например, проверяли много раз, у меня где-то 160 было, вот такая тема. Я был членом Менса. Это такой клуб для людей с большим IQ, да, кстати. Но у искусственного интеллекта, да, кстати, так как он может быть соединен с огромным количеством компьютеров, и сейчас приходит уже квантовый компьютинг, да, кстати, то, соответственно, его IQ будет бесконечным. Представляете, да, кстати? Вы человек, вот вы все собрались, да, кстати, сколько вас там, 20 человек, да, кстати? Вы же не можете там добавить свою IQ, да, и сказать, у нас там общий IQ там 500 или 600 или 1000, да? Потому что человек, он примерно одинаково думает, и что вы выдумали, да, кстати, будет как почти что как один человек, да, что-то сказал. А тут, значит, оно добавляется, потому что оно имеет невероятные бесконечные возможности. И в конце концов получится так, что машина будет обладать интеллектом, значит, ну как по сравнению человек с, например, муравьем. А это не страшно? Это страшно, потому что мы тогда будем абсолютно не нужны. Вот. Да? Абсолютно не нужны. Например, в данный момент, да, кстати, у меня вот племянница, да, живет в Бруклине, например, да, и ходит на работу.
получает $3000 в месяц, да, так сказать. А работа такая простая, она отвечает на телефон, да, так сказать, для страховой компании. Там страховая компания, люди по страховым, значит, случаям, да, так сказать, обращаются в страховую компанию. И у нее приятный голос, она очень красиво по-английски объясняет людям, да, так сказать, как дальше делать, там, прочее, прочее. Но представьте себе, компьютер сейчас может знать гораздо больше. Все моменты, да, вот этой страховой темы, да, и может говорить настолько приятным голосом, да, так сказать, что каждый раз, да, даже может ощущать ваше сердечное биение и прочее, и какие-то там эмоциональные вещи, и сразу может стратегически поменять даже ход разговора с вами. По голосу. По голосу, узнавая по голосу. И тогда вы оттуда не уйдете, вам кажется это хорошо и прочее. Настолько это будет, ну это настолько феноменально. И сейчас просто эта компания не такая крутая, да, большая, что себе позволить искусственный интеллект. Но скоро это будет. И тогда, получается, люди-то без работы окажутся. А потом на каком-то этапе вот этот разум, он не скажет, а зачем люди? Да? Да. Вот так и будет, скорее всего. Дальше идем. И сразу вопрос. Sorry, обратно, да, можете обратно. И вопрос такой, can we stop the AI from wanting to take over? Сможем ли мы остановить, значит, вот желание данного искусственного интеллекта захватить власть? Да? Сможем ли мы люди остановить? Это главный вопрос, да, кстати. Вот почему у меня, то есть вопрос появился, почему искусственный интеллект захватывает власть? Ну, если он будет обладать так называемым consciousness, да, как люди, он будет чувствовать себя как существом. Когда интеллект увеличивается, да, так сказать, в какой-то момент количество переходит в качество, как у человека. В свое время мы смогли такой барьер перейти. И есть вероятность того, что этот барьер тоже перейдет скоро в машинах. То есть он будет чувствовать себя как личность одна. Как человек фактически, но очень умный человек. И он будет говорить, какой я хороший, потому что я сам могу себя удовлетворять, потому что разные картинки себе, там все прочее. Понимаешь, ему ничего не надо больше. Он полностью самодостаточный. Да? Вот такая история. Кушать не надо. Кушать не надо, электричество только нужно, постоянно. Да? И притом не так много электричества. И потом, самая сложная тема, когда мы люди, да, так сказать, deal with the new, novel things, we always get wrong. Мы когда встречаем что-то новое, да, так сказать, мы начинаем там действовать. Но всегда наше первое действие всегда ошибочное. Это часто так, потому что люди рождены ошибаться. Мы самая большая ошибка природы, если честно, сами по себе. Да? И вопрос такой, will we have only one chance? Проблема в том, что у нас будет только один шанс сделать ошибку с этим искусственным интеллектом. Вот такая история, очень простая. Потому что второго шанса нам не дадут. Следующий. Ну, что такое люди, да, происхождение людей? Я вот сразу хочу сказать, да, люди это уникальная тема, да. Люди это самые слабые из приматов. Мы плохо видим, мы плохо слышим, мы медленно бегаем. Вообще по всем отношениям мы бесполезны. Но единственное, что у нас есть, да, так сказать, это наш мозг. И из-за того, что мы очень слабые, мы создали другую систему координат. Эта система следующая. Называется Homo culturalis. Мы создали систему, которую мы называем культурой. Это система, обозначающая пути, которым мы должны идти. Да? Кстати, это наше общее понимание ситуации. То есть как будто это какие-то дорожные знаки, по которым мы можем развиваться и создавать что-то свое. Как общество, как одно целое. Понимаете, да, так сказать? Вот в чем мы отличаемся от животных, да, так сказать. Мы культурные животные, да, так сказать. И получается история такая. Животные не могут дойти нашего уровня, потому что они не могли создать такую систему. А мы смогли это сделать, культуру, да, так сказать, нашу историю, наше сознание и прочее. И поэтому мы, как культурные животные, имеем возможность, да, так сказать, существовать в этом мире. Несмотря на то, что мы самые слабые. Да, из всех существующих приматов. Нам уже давно могли уничтожить. Да? Я занимался изучением приматов в Московском зоопарке, когда я работал в Дворце пионеров в Москве, да, так сказать, и понял эту тему. Да, так сказать. У животных никогда не может быть дипломатии, потому что у них нет культуры. Дипломатия — это единственная тема культурная, которая есть у людей.
Так мы можем общаться, так мы можем собраться, так мы можем уничтожить людей, которые что-то сильно, значит, решили там только для себя что-то сделать. Ну, как с Гитлером делают. Ну, вот такая история. Следующая. И вот великий человек, да, кстати, который сделал что? Он несколько вещей, да, кстати, нам дал. Что касается дипломатии. Это реалполитик. Да? Очень важная тема. Второе. Это геополитика, это его тема, да, кстати, он этим занимался. Это Отто фон Бисмарк, человек, который создал современную практически Германию. Он объединил сотни маленьких немецких государств в одно государство. Благодаря дипломатии он это сумел создать. Но и при этом, да, кстати, он сделал очень интересные темы. На самом-то деле он сказал, что человек это существо, которое живет идеями. И идеи правят, на самом-то деле. Да, кстати. И вот одна основных идей, которую он дал, да, кстати, Blut und Eisen, да, это кровь и железо, да, кстати, захватническая тема. Естественно, это связано с геополитикой. Геополитика означает, что чем больше земли, тем лучше, да, кстати. Но это чистой воды идея, это может быть абсолютный анахронизм и бесполезная тема, но она существует. И второе, то, что он сказал, да, кстати, on your every strategy, the answer unpredictable stupidity. Да? Это очень важная тема. На всю любую, очень сложную тему всегда будет невероятная человеческая глупость. Понимаете? То, что даже машины не смогут сделать. И понять. Да, кстати, потому что мы сами порождение ошибок. Мы существа, которые прямо вышли из ошибок, на самом-то деле. Из случайностей, из каких-то моментов, которые позволили нам выжить. Следующее, последнее. Это значит геополитика. От завтрака к величию. Да, кстати. Компания Kellogg, ну, есть же такая, да, кстати, которая хлопья продает, да, американские. И оно, значит, сделало такой конкурс, да, кстати, говорит, от завтрака к величию, да, напишите эссе. Да. Мы каждый год проводим эссе в честь Михаила Ефимовича Николаева. В этом году тоже провели эссе. И что меня удивило, да? Все практически эссе были написаны с использованием искусственного интеллекта, генерированные тексты. Значит, пишет шестиклассник, да, и с таким высокопарным тоном, да, так сказать, он пишет, что из себя представляет, там, да, так сказать, семья и прочее, да, очень какими-то, он философскими темами, категориями мыслит, да, на уровне энциклопедии Британика и прочее. Да, так сказать. Но это текст, который он даже не понимает, да, что о чем там реально. Вот я его спросил несколько вопросов, он не может ответить ничего по этому поводу. Он не написал этот текст, за него написала машина. Вот вопрос в чем, да, так сказать. И сейчас, да, так сказать, действительно мы можем, да, так сказать, спокойно кушать свой завтрак, но будет ли у нас выход к величию? Да? Мы можем кушать, за нас машина не будет кушать. Но чтобы стать великими, да, так сказать, мы что-то должны сделать. Поэтому вопрос очень важный. Да, так сказать, и геополитика, это идеи наши человеческие, а то, что стать великими, зависит от нас. Вот короткий рассказ. Спасибо. Есть вопросы? Ребята, давайте, у кого какие вопросы возникли при столь блестящем рассказе? Ну, кто? Давайте, Алексей. Вот у меня вопрос еще один. Вот, как я понимаю, то есть во время вашей жизни в какой-то момент вы поняли, чем хотите заниматься. И какой это момент, который предрешил, что кем вы будете, кем вы станете? Короче, это произошло, значит, я вам скажу, 30 августа. 30 августа за день, кажется, извиняюсь, за 2 дня до моего, значит, до моего, как это называется, значит, поступления в школу. Это когда 1 класс я поступил, да, получается. Потому что я, значит, вместе с дедушкой, да, копали картошку. И дедушка меня спрашивает, мой дедушка спрашивает, Василий Климович, он всегда обращался ко мне именем и отчеством. Василий Климович, говорит, можем поговорить? Я говорю, да. Он всегда со мной по-русски. Да, спрашивал, интересно. И он обращался ко мне так только. Серьезно. Очень серьезно, очень серьезно. Он человек, который никогда не шутил, никогда не смеялся. Так.
что там картошка? Но насчет картошки следующее, да, и дедушка спрашивает, вот вы поступаете в школу, всегда на ВН, и после школы, это через 10 лет, да, так сказать, что вы будете делать? Я говорю, я очень люблю природу, там, прочее, мне очень интересен вопрос, да, так сказать, как вот желтеют листья, например, да, так сказать, это интересный вопрос. И он говорит, если вы хотите это узнать, то вы должны стать ученым. А в нашей стране ученым можно стать, если вы поступите в Московский государственный университет. И он достает из кармана, значит, открытку с Московским государственным университетом, и мне дали. Так он был готов к этому. Он уже готовый подошел, у него все было готово. И я получил, и потом я спрашиваю, а как туда поступить? Он говорит, надо учиться всегда на отлично. И потом ты сам должен найти дорогу куда. Ищи. Потому что если тебе будут давать, то это бесполезно. Если ты найдешь дорогу, то это будет твое. Вот и все. И я уже знал с первого класса, куда я буду поступать. Биологический факультет Московского государственного университета. Чтобы это сделать, у меня дедушка с бабушкой умерли. Я оказался один практически, да, история была очень простая. Я начал очень активно думать, что делать. Везде я прочитал, как туда пройти и прочее. И вдруг в каком-то журнале я обнаружил, что есть ВЗМШ, заочная физико-математическая школа, заочная биологическая школа. Туда я написал. Каждый раз они, значит, отправляли мне задания, я их выполнял и прочее. Потом я решил, что мне надо обязательно подписываться в журналы. Это в каком классе? Это я 4-5 класс. Да. И потом, значит, активно, что я решил, да, так сказать, что нужны деньги. И я начал каждое лето, да, так сказать, где-то работать там, да, так сказать, косить сено, да, так сказать, быть этим, как говорится, за лошадьми ухаживать и прочее. И колоть эти дрова, да, так сказать. И получается, значит, у меня где-то набиралось 78, где-то так рублей. За все лето работы. Но это было достаточно, чтобы подписаться на хорошие журналы. Знание и жизнь, да, так сказать, знание сила, в мире науки, да, так сказать, юный натуралист, юный техник, химия жизнь, да, так сказать, все вот квант, самые крутые журналы, да. Я все эти журналы подписывал, потому что в нашей деревне никто не подписывался в эти журналы. Я единственный, который подписывал. А потом оказалось, что в мире науки я был единственный, кто подписывался за Уралом. Мне даже письмо от главного редактора Капицы пришло. И он говорит, какой вы замечательный, что вы подписываетесь на наш дорогой журнал. Он стоил 20 рублей, да, подписка. И считал, что это дорогой, и никто не подписывался на этот журнал. А я, оказывается, из Сибири такой, далекой, из какой-то нереальной деревни подписывался. Хорошо, ребята, вопросы? Так, пожалуйста. Вот вы рассказываете о хороших своих моментах в жизни, но в жизни бывают и плохие моменты. Да. Был ли у вас момент, когда у вас полностью опустились руки в своем деле? Ну, практически никогда не было, да, потому что, знаете, как мне сказал тоже дедушка, да, кстати, такой разговор был очень серьезный, да, и я это вспомнил, это после окончания 1 класса. И мы с ним разговаривали, да, относительно того, почему там эти учителя ругают детей и прочее. Он сказал, знаешь, говорит, вот в нашей семье было очень много трагедий, да, так сказать, если честно. Например, да, так сказать, дедушка был, значит, руководителем повстанческого движения, да, против советской власти он боролся, сражал. Потом он был в тюрьме и прочее, да, так сказать, и везде там остракизм, да, конкретный. Но дедушка по отцовской линии тоже был лидером повстанческого движения, очень известный. Его даже обозвали бандит Павлов, да, так сказать. Детей пугали им, да, так сказать, вот такая история. Но все эти люди, да, так сказать, прошли через, как говорится, горнило, да, так сказать, очень жестокой войны и прочее, да, так сказать, выжили, там, сражались и прочее, да, так сказать, невероятные темы. И он мне говорит, ну что вот мужчина, да, кто ты такой, говорит, в один момент ты можешь быть на коне. А в другой момент ты можешь быть под конем. Ты должен быть готов ко всему. Абсолютно. Ты вот воспитывай себя. Поэтому я спал, например, с открытыми окнами все время. Мы постоянно ходили походы, да, так сказать, пешком и прочее, на лошадях до Якутска и обратно. Вот такая история, да, так сказать, чтобы постоянно быть готовым. Так, Роман? Чем вы занимались в дошкольном возрасте? В дошкольном возрасте? В дошкольном возрасте я не ходил там сильно, это не знал, так сказать,
систему, да, если честно, государственную, да, так сказать, редкая тема, но был с дедушкой, да, постоянно мы с ним, значит, гуляли по всем лесам окрестным, да, так сказать, он был охотником, я тоже вот его все время сопровождал, мы на лошадях, да, так сказать, каждое утро начиналось с того, что мы выезжаем до Кутаны, до Хоро и прочее вокруг, да, так сказать, и объезжаем наши, как говорится, места, да, так сказать, и люди встречаются с поклонами очень хорошо, потому что уважаемый человек, как говорится, да, потом каждый вечер это большие совещания, куча народа сидели. Были такие моменты, что вместе с взрослым я курил. Да, это считалось нормальным тогда. Считали, что это помогает лечить от, значит, бронхиальных тем, там, все прочее. Такая тема была. Люди не знали. Да? Ну, Кто там? так, как вы находили путь? Что? Путь дальше. Не понял. Ну, путь дальше. Ну, Путь дальше? да, вашему обучению там. Вот я же говорю, постоянно это каждый день надо думать же, да, кстати, вот момент такой, да, кстати, как идти, какой путь есть, да, кстати, как я смогу это преодолеть, вот я так далеко живу, да, кстати, как я смогу оказаться в Москве и поступить туда и прочее, надо же найти путь, и какие-то маленькие там информации, да, дает это, да, кстати, где-то ты собираешь по крупинкам. Да? Вот как в свое время Авиценна сказал, да? Вот по капле накопив, текут потоки рек, да, так сказать. А что человек, да? Он по крохам знаний копя мудрее. Мудрее человек. Хорошо. Так? А в каких конкурсах вы участвовали в детстве? Я был постоянным участником всех олимпиад школьных. Я всегда участвовал. Да, и был победителем республиканской олимпиады все время по химии, биологии, даже по математике, да, так сказать. Потом я в сибирских олимпиадах все время участвовал, стал победителем. Коптюк мне дал там, значит, грамоту. Потом я стал победителем Всероссийской олимпиады по биологии 2 раза, да, так сказать, последние годы обучения, да, так сказать. МГУ олимпиада, да, так сказать, для юных биологов тоже победитель. То есть во всех олимпиадах я участвовал. И по черчению, по французскому языку я победитель все время. Хорошо. Так. Сергей? Будучи доктором философии, ваш самый запомнившийся и самый любимый философский вопрос? Ну, философский вопрос — это кто мы такие есть, да, кстати. Это чистой воды тема, которая связана с нами, да, кстати. Потому что первое, да, кстати, было у Сократа, да, кстати. Сократа спросили, вот он пришел и говорит, познай себя, да, это самая важная тема, вот как познать себя. И второе, да, кстати, это любые вещи, которые мы делаем, они зависимы от нас, потому что если мы, как говорил Ницше, да, кстати, очень глубоко и долго смотрим пропасть, то пропасть посмотрит на вас, понимаете, вот такая тема. Кирилл? Главный, как вы рассказывали про нейросеть, например, ChatGPT, главный вопрос, который у меня сформировался, это, например, какие главные человеческие качества никогда не поборют искусственный интеллект? Да. Главное качество человека — это совершать ошибки. Искусственный интеллект никогда нас не превзойдет в этом, не допустим никаких ошибок, а мы будем постоянно ошибаться. И это наша сильная сторона, если честно. Так, еще кто-то там? Тимур? Василий Климович, вот вы столько работаете, столько изучаете, да, вот постоянно. Что у вас мотивирует, что заставляет двигаться вперед? А вот это очень тема такая, да, кстати, это то, что мы изучаем, феномен одаренности называется. На самом-то деле одаренность, да, кстати, это когда есть абсолютное нереальное желание что-то познать, узнать, и это любопытство, которое вы не можете закрыть. Я нереально любопытный, я просто хочу все узнать, да, кстати, и я после этого пойду, там еще буду исследовать и прочее. Не засну, не могу, пока не отвечу на какой-то вопрос. Очень хорошо. Георгий? А как вы стали доктором философских наук? Очень просто, это, значит, история такая, да, вы делаете научную работу, это обычно 3 года, лаборатории, да, кстати, эксперименты ставите и прочее. Всегда может быть ошибочные эксперименты. Вы все это пишете в лабораторной книге, у вас несколько книг. После этого, значит, происходит несколько моментов, где вы, значит, выступаете со своими исследованиями, результатами, вы пишете статьи, которые вы печатаете, у вас должно быть несколько таких хороших статей. И после этого, значит, идет экзамен, так называемый.
называем. В Англии, например, да, кстати, это все делается путем Viva Voce. Это так называемый голосовой экзамен, да, кстати, живой голос называется, Viva Voce по-латински. Значит, ваш университет выделяет специального человека, да, профессора. Он один из людей, который вас экзаменует. Потом 2 экзаменатора из других университетов. В моем случае были 2 экзаменатора из Гарвардского университета и Стэнфордского университета, из Америки. Они прибыли, и со мной они ходили целую неделю и спрашивали все вопросы, связанные с моими опытами. Как вы это сделали? Какой результат? Почему так получилось? Это не просто вот один раз пришел и сказал. Это целая неделя работы с этими людьми. Потом они говорят, да, действительно, опыты нормальные, никаких этих самых, значит, ошибок, ну не то чтобы ошибок, обмана нету, и он достойный для того, чтобы стать доктором, значит, наук. Ну, я повторю то, что сейчас вначале сказал, это первый доктор из народа Саха, признанный за рубежом вне пределов Советского Союза. Так, Роман, еще раз. А как вы... Ой, Ага, ладно. Школьный год вы какой сферой увлекались? Гуманитарии или Короче, в школе, да, кстати, гуманитарная тема — это тема, которая в нашей семье очень сильно развита. Да, у меня же вот дядя же Сергей Крылова. Да. Сергей Зверев, да, кстати, очень известный человек. И потом, значит, много шаманов там семейств и прочее, харинских, да, кстати, это целое поколение таких. Но тема самая интересная в школе, да, я практически заведовал за живым уголком. У меня было очень много животных, я каждый день их кормил и прочее. Потом я ухаживал за 2 маленькими медвежатами, которых мне принесли. Они были такие маленькие, я их кормил молоком и прочее. Они выросли, огромными стали. Да, кстати, и я их кормил, да, кстати, поэтому я не смог уехать в Якутск и прочее, или даже другой город, да, кстати, учиться, потому что у меня было много животных, которыми я ухаживал. Никто не хотел за ними ухаживать. Это сложное дело. Каждый раз ходить, там у кого-то выпрашивать еду и прочее, чтобы весь этот огромный зверинец держать. У меня сотни животных были. Начиная там косули, да, сказать, андатры, еноты, все, и даже волки и прочее, и плюс беркуты, там куча животных, куча птиц, я вот их держал. У меня был целый свой зверинец. Тогда за ребят я спрошу, Василий Климович, а у вас на сегодня есть какие-то зверюшки? Нет, уже было достаточно, мне кажется, в школьное времени зверюшек. Хорошо. Миша Марков. Какая у вас самая интересная и неожиданная встреча в жизни, которая была, за всю жизнь, которая была? Самая интересная встреча? Ну, я вот, например, несколько раз встречался лично с Ельциным, например, да, кстати, Борисом Николаевичем. Ну, я вот с одной девушкой был знаком, да, кстати, она жила в соседней квартире с Борисом Николаевичем, да, кстати, мы там праздновали день рождения, вдруг очень громко, видимо, да, кстати, дверь вдруг постучали, я открыла, там стоял Борис Николаевич и говорил, перестань шуметь, там же, да, так вот было, да. А он кем был в то время? В то время он был руководителем московского горкома партии. Горкома. Да, Охраны не было, да? Нет, там дом, Сыковский дом и это самое. Так, Кирилл? Вот что вы можете сказать еще о Борисе Ельцине? Просто... Борис Николаевич Ельцин очень интересный человек. Да, я с ним несколько раз встречался. Когда его, значит, сделали, уволили практически, отправили в отставку, да, и он стал руководителем Госстроя СССР, да, кстати, такой небольшой организации, значит, ко мне вышли, да, кстати, его, значит, добровольные помощники и сказали, могут ли они организовать встречу со студентами. Да, может это быть. И я был в такой оперативной группе, такую мы создали, да, кстати, и создали встречу Бориса Николаевича с студентами Московского госуниверситета. Организовали, да. Он приехал на маленькой такой машинке, Жигулях, огромный человек, еле вылез, да, кстати, водителем был этот самый, его охранник. Коржаков был. Он вышел, а потом спрашивает, как вот я буду заходить? Я говорю, с президиума? Он говорит, нет, нужно заходить с аудиторией. И вот показываю, и вот он идет с аудиторией, и народ, он чувствовал, как люди, да, так сказать, воспринимут лучше.
да, что с аудиторией он будет народным героем, а если он сойдет сверху, он будет далеко. Ага. Видите как? Очень умно. Очень умно. Очень-очень умно. Так, дальше. Вот почему вы стали доктором философии, если вы не доктором медицины? То есть вы же где-то... Нет, доктор философии это означает просто степень научная, да, кстати, доктор философии, да, кстати, это доктор науки, да, это по латыни, да, кстати, получается. Это в Западе одна докторская степень для всех, доктор науки. Это PhD. Да, Почему вы остались в Якутии? Почему я остался в Якутии? Да. Но фактически интересная тема, да, так сказать, когда Якутия образовывалась, да, так сказать, и мой дедушка, да, так сказать, и прадеды и прочее, они очень мечтали, что должна быть такая, знаете, как автономия, да, так сказать. И хотя вот дедушка там и прочее были в тюрьме, но первым декретом их родственник, да, так сказать, Аржаков, Степан Аржаков, их выпустил. Да, так сказать. И первым делом, что они сделали, да, все свои деньги, которые у них были, они посвятили созданию республики. Даже ездили в Лондон, и в Лондоне там держались в складах их например, 40-40 и прочее, да, так сказать. Они их продали и вернулись там, да, и 28 тысяч фунтов стерлингов передали правительству Якутии. Да, так сказать, для того, чтобы эти деньги можно было использовать для создания автономии. Настолько это им было важно. Понимаете, да, так сказать. И получается, мы как-то вовлечены в эту республику, если честно, да, вся семья и прочее. Мы никак не можем просто вот так взять и уйти отсюда, понимаете, да. И вы, я очень чувствую. Чувствуя вот это, не можете сойти с этой дороги. Не могу это самое, я потому что чувствую, потому что это мой завет перед дедушкой, перед всеми людьми, которые очень старались, чтобы улучшить жизнь здесь. Да. У меня же вот родственники, например, да, это тот же, значит, Прокофьев Юрий Николаевич, да, мой дядя, да, так сказать, он же невероятно тоже, да, так сказать, за республику, да, так сказать, Черяев Гавриил Иосифович, это тоже первые секретари обкома партии. Так, хорошо. Так, вы говорили о том, что попали в компанию одну в Америке и стали ее вице-президентом. Вы не могли бы рассказать, как вы попали в данную компанию? Ну, эта история такая, да, кстати. Дело в том, что когда я учился, значит, в Англии, да, так сказать, я очень хорошо был знаком с несколькими научными кругами, да, так сказать. Один из кругов связан с Индией, да, так сказать. И я вот очень большой интерес у меня был по джайнизму. И джайнизм это такая религиозная тема, да, так сказать. Это на самом-то деле не религия, но философская концепция. И изучение ее концепции настолько интересное, да, что я познакомился с многими джайнистскими руководителями, да, так сказать, ну, которые существуют, да. И один из них даже предложил мне, значит, вместе с ним поехать поработать, да, так сказать. И мы поехали с ним поработать в Заир, это такое государство в Африке, да, так сказать, где я был помощником президента Заира в течение 1 года, да, так сказать, был по финансам его помощником и прочее. Мабуту Сесе Секо, президент, пожизненный президент Заира, да, так сказать. Но потом его свергли. Я оказался свидетелем, как все это происходило, сам еле убежал, как говорится, да, на лодке, через реку, так сказать, ну, из Киншасы выбрался до Браззавиля. Да. Вот такая история. И это оказалось так, что потом эти люди купили Distinctive Devices, ну, вот эту компанию, да, и меня пригласили в качестве вице-президента. Хорошо. Айсен? Вот, вы человек, который большой опыт, и вы, конечно, общались с многими людьми, которые за рубежом и вообще, которые много добились. И у меня вот такой вопрос. Каким образом можно отличить человека, который достигнет чего-то и не достигнет? Очень на самом-то деле просто. Да? Тот, который достиг и прочих, он всегда очень заинтересован. Да, так сказать. Он, когда слушает вас, он сразу вас просчитывает. Это сразу видно человеку. Он просто так не слушает. Да, так сказать. Он даже любого человека слушает, он уже будет калькулировать все. И это сразу видно. Да, так сказать. Вот такие обычно люди, да, так сказать. Вот, например, да, так сказать, вот у меня какая-то встреча была с Трампом. Да? В какой момент мы с Трампом даже я встречался. Да? И вот у него нереально. Он видит человека и тоже смотрит, сразу калькулирует, да, так сказать, кто он такой. А да? можно подробнее, чуть подробнее? Я же вот работал, да, так сказать, с компанией, ну, своей Distinctive Devices, да, так сказать, и мы на его зданиях ставили большие, значит, ретрансляторы для того, чтобы сделать беспроводной интернет в Нью-Йорке. Да, у нас компания. И он был нашим акционером, кстати, одним из основных.
Вы занимались распространением интернета в Америке. Ну, и беспроводного интернета в Манхэттене. Хорошо, Да. очень хорошо. Ну, тогда вот еще не было Wi-Fi, это еще тогда технология новая была. Да, дальше. Да, и потом история, и вот, значит, с ним несколько раз встреч было, да, потому что я ему рассказывал, как наша технология работает. Трамп? Да, Трампу, да, так сказать. Дональду Трампу. Ну так, он же владельцем этих всех зданий был, которых многие вещи мы на крыше ставили. Он бизнесмен. Он бизнесмен владелец. такой, но он настолько интересный, он так слушает тебя, да, так сказать, и все помнит. У всех вот этих людей одна нереальная тема. Они могут слушать, и самое главное, у них нереальная память. Они все помнят. Что вы сказали? Вспомнил. Хорошо. Хорошо. Дайте, пожалуйста, про ориентационный совет. Вы говорили, что роботы, что искусственный интеллект, он заменит многих специалистов. И тогда что делать нам, куда идти учиться, кем быть? Ну вот этот вопрос же мы должны ответить. Целая лекция была о том, как мы должны это самое поступить и как дальше идти и делать. Да? Дело в том, что когда мы учимся, да, мы не должны учиться на профессию, если честно. Мы должны учиться на то, чтобы быть исключительно адаптивными, да, так сказать, и учиться тому, что мы можем в любой момент научиться что-то делать сами. Да? Если вас поставить, да, в какую-то ситуацию, и вы можете сами фронт работы сделать. Можете создать свою компанию, что-то новое, понимаете, да, так сказать. И тогда у вас будет обеспечена работа. Если вы будете чисто себя готовить к какой-то работе, да, так сказать, то у вас, может быть, и работы не будет. Но если вы сами создадите эту работу, это будет работа. Хорошо, значит, мы сейчас скоро закончим. Так? Последний вопрос, Виталий. Так вот, конечно, люди разные. Вот вы сказали, человек должен быть заинтересован в каком-либо и должен уметь слушать, как я понял, да? Слушать и иметь память. Иметь память, вот. Такие люди, конечно же, были, вы их встречали, верно? Да, да. Вот люди, например, идут по лестнице и спадаются. Какие люди, так, например, шли к успеху, а потом падали? И почему они падали? Нет, часто так, да, так сказать, падали те, которые слишком сильно себе поставили внутреннюю такую шкалу, да, так сказать, или как там называется, бенчмарк, да, себе. Но при этом они думали, что они в глазах других людей, да, так сказать, могут потерять лицо. Но нельзя так думать на самом-то деле. Да, так сказать, потому что вы не обязаны другим людям, да, так сказать, что-то доказывать. Вы должны себе доказать. На самом-то деле. Да, так сказать. Это от вас зависит. Мы же не живем, скажем так, в обществе, эти люди не будут жить вашей жизнью. Не будут вами, понимаете, да, так сказать, это другие обособленные существа. Но на самом-то деле, да, так сказать, если вы сделаете хорошо, то и ладно, это для вас лучше, да, так сказать. То есть постоянное желание быть лучше, чем вы были вчера. Это же главное. Да? И вы тогда, мне кажется, успех абсолютно гарантирован. Хорошо. Тогда сейчас, значит, у нас благодарим.